На повестку дня для голосования был вынесен ряд вопросов, которые коснулись хода реализации комплексной программы социально-экономического развития городского округа на 2011-2015 годы, в частности, за первое полугодие. Далее начальник финансового управления администрации доложил об исполнении бюджета города за 6 месяцев работы. Кроме этого, были подведены итоги выполнения мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Все запланированные работы выполняются в срок по графику. Объекты образования школы, детсады, объекты культуры, библиотеки, центры детского творчества, объекты здравоохранения готовы на 100%. Объекты прошли гидропромывку, отрисовку системы отопления. Идет подписание актов и паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 15-16 годов ресурсоснабжающими организациями. По объектам системы теплоснабжения проведен капитальный ремонт тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 5,6 километра, при плане 5,6 километра или 100%, в том числе по замене магистральных сетей. Следующим пунктом повестки дня стало подведение итогов подготовки учреждений образования к новому учебному году. Всего в этом году проверили 70 образовательных заведений. Было отмечено, что на будущий год на контроль возьмут и государственные учреждения культуры. Помимо положительных моментов остаются и проблемные места в школах и детсадах. Тем не менее, у нас остаются определенные проблемы по материальному и техническому оснащению наших зданий. В частности, требуются капитальные ремонтные работы, провести ремонт систем водоснабжения, канализации, заменить деревянные окна, которые устарели и так далее. В завершении сессии Совета городского округа слово взял глава Сибая Халид Сулейманов. В своем выступлении он отметил, что в течение последнего времени все больше решается важных и актуальных вопросов общегородского масштаба, начиная от строительства жилья, социальных объектов, новых достопримечательностей, благоустройства, ремонта дорог до возвращения к жизни старых предприятий. Как доказательство тому запуск новой мельницы. Халид Хамзович подчеркнул, что работа будет продолжена и впредь. Например, в ближайшее время ожидается обустройство нового пешеходного тротуара по улице Чайковского вдоль поселка Сарматы. Кроме того, продолжит асфальтирование проезжих частей. По дорогам сегодня работу мы еще продолжаем. Вы это видите. За Кивариди мы завершим. Хотя у нас образовался уже немаленький долг перед Сибайдерстроем. Они намерены завершить асфальтирование улицы Пионерской. Руководитель города также отметил и большую проделанную работу к юбилею Сибая. По оценкам правительства, первого лица, главы республики, всех глав министерств и глав муниципальных образований, они прошли неплохо, хорошо. Все принятые намеченные планы, которые мы перед собой ставили, мы все выполнили, перевыполнили. Но я так хотел бы сказать, что все отделы управления, администрации, если сказать, работали как армейские или как часы, я, наверное, немножко не ошибусь, наверное. Они работали как по четкому плану, и все отделы своей работы выполнили. Всем спасибо. Не осталось без внимания и трагедия прошлой пятницы – пожар в здании Сибайской филармонии. Мы филармонию будем восстанавливать. Я дважды разговаривал с главой республики Рустамом Закировичем Хамитовым. Он сказал, что будем восстанавливать, но, наверное, быстро не получится, потому что там просто миллионом, раз-два или 10 миллионов не хватит, там достаточно много надо. Поэтому сегодня надо провести и экспертизу остатков от стен, они выдержат или не выдержат, потому что вместо дерева железобетон повесит, он выдержит, не выдержит. Поэтому все надо будет изучить, составить новый проект, возможно, даже с некоторыми улучшениями, может быть, даже, если получится, с расширением, мы ее восстановим. Просто не сегодня, сразу не получится. Наверное, включится в РАИ республиканской инвестиционную программу, включится, и мы его будем восстанавливать. Совещание завершилось приятным награждением. За проявленное мужество, героизм и спасение человеческой жизни при пожаре благодарственным письмом от администрации города был награжден студент 3-го курса СИБГУ Тимур Загитов. Здесь же подвели итоги и наградили лучших в своих номинациях в городском конкурсе по благоустройству. А за активное участие в организации проведения 60-летия Сибая благодарственными письмами поощрили более 100 предприятий и организаций различных форм собственности. Елена Афанасьева, Дамир Хайбулин, Гульгин Раскидзе, телекомпания СТВ.